Ярмек Турсунов, автор книги «Карашинырак», пытается ответить на вопрос: если мы, казахи, все друг другу родственники, то почему до сих пор не можем ужиться? Помните старинную русскую пословицу «поскреби русского, найдешь татарина»? В этом смысле казаха можно скрести сколько угодно, татарина вы там не найдете. Там прочно сидит казах, который, правда, немножко араб, немножко монгол, немножко турок, немножко еще кто-то. Ну хорошо, татарин там тоже есть. И узбек чуть-чуть. И уйгур тоже совсем немного. Но по большому счету при любых обстоятельствах казах остается казахом. Даже если он забыл свой язык, переехал в Штаты, женился на колумбийке, а работает в НАСА. Казахский ген. Но как бы он ни шифровался, как бы ни косил под американца, немца, француза, эфиопа, его нетрудно вычислить. И не потому, что он ест руками, много говорит, всех перебивает, хвастается, расспрашивает каждого о родословной и ездит на самом большом в городе джипе. Нет, просто в нем живет ген. Он неистребим. И ген этот приходит к нему по ночам, забирается в сны, включает там сериалы на казахском, заставляет слушать домбру, смотреть глупые ток-шоу с несмешными комиками, есть конину и пить чай с молоком. А почему так? Потому что его этот ген невозможно уничтожить. Он непобедим. И он настолько силен, что всякий пришлый, попадая в казахскую среду, через какое-то время растворяется в ней и оказашивается. И дети его оказашиваются. И внуки. А женщины так, те вообще становятся родными килинками. Примеров тому миллион, и их тоже не стоит перечислять. Все и так знают. У каждого на этот счет припасена своя история. Другое дело, хорошо это или плохо. И вот тут возникают споры. Особенно, что касается родни. Поговорим об этом. О родственных отношениях. Сегодня сформировались два типа отношений с родственниками. Вернее, две противоположные формы восприятия родственников. Первый тип – родня есть империя зла. Он весьма живуч и популярен. Потому что со своими легче воевать. У Иринискин Жауат Исканга Жаксы с привычным врагом удобно перестреливаться. И мириться, кстати. На этот счет существует множество умностей. Для каждого казаха самой милитаризированной родней всегда были ожжурты. То есть родня по отцовской линии. С ними так: агаинен барда душпаном жог деме, покуда есть родня, не нужно искать врагов. Или вот, ирылдерсын, капасын, мёнон жаксы тапасын, порычишь, покусаешь, все равно лучше меня не найдешь. И еще, жаман болса тусын, туспай акакурысын. Коротко, если родня плохая, то нахрена она мне такая? И еще приведу одну замечательную поговорку. Агаин бир алиди, бир тириди кирек, родня нужна два раза в жизни. Один раз, когда родишься, второй раз, когда помрешь. Но это если переводить буквально. Подлинный смысл там другой. Если делиться всем с родней, то радость удвоится, а горе убавится. Мне видится, сегодняшним нашим реалиям подходит более буквальный перевод. К сожалению. Почему я так говорю? Потому что я давно здесь живу. Среди своих. И давно наблюдаю странную картину. Казахи так воспринимают реальность. Друзья ближе. К наличию ближайших родственников они относятся как к доброкачественной опухоли, как к подоходному налогу, как к одиноассоциированным вирусам. То есть да, это тяжко неприятно, но с этим придется жить и с этим ничего не поделать. За глаза они их терпеть не могут, а в глаза стараются угодить. Если верить их словам, то родственные узы их ужасно напрягают, но разорвать они их не в силах. Потому что с родственниками сложнее, чем с женами, с ними нельзя развестись. Нет такого закона. От них нельзя отказаться. Вычеркнуть, утопить или расстрелять. Их нельзя переименовать или заставить сменить фамилию. По-настоящему родственные чувства настоящие казахи испытывают к друзьям. Говорят, жаман туганын балганши, жаксы жолдасен болсон, лучше хороший друг, чем никчемная родня. Другими словами, все свои человеколюбивые порывы казахи расходуют на друзей, а родственникам оставляют вымученные улыбки и искусственный смех. А еще говорят,
Жаман болса агамыс жаксыны кайдан табамыс. То есть куда деваться, раз уж брат у меня такой раздолбай. Где я вам найду хорошего? Жаман агаин бар болса кариал майды, жог болса бериал майды. Если ты крут, то родня обзавидуется, а если беден, то не помогут ничем. Одним словом, в первом случае казахи родственников не любят. В отдельных моментах просто ненавидят. А бедных и богатых. И больше всего казахи ненавидят бедных родственников. Это они отравляют им жизнь. Они привозят своих подросших оболтусов в город и оставляют их жить на время учебы. Они позорят доброе имя, выставляя на показ все свои несчастья. Они вечно попадают в неприятности, из которых потом их приходится вытаскивать. Короче, никакой реальной пользы от них нет. Одни проблемы. А если у вас богатые родственники, то это тоже, знаете, не очень. Во-первых, к ним на простой козе не подъедешь. У них высокие заборы и кованые ворота. У них проблемы восприятия себя в окружающем пространстве. Им все время кажется, что пространство на них давит, оставляя им мало места, поэтому они в него, в пространство это не вмещаются. Из-за этого, во-вторых, они ведут себя вычурно и заносчиво. И потом у них, как правило, стервозные жены. Они ходят дома в бигудях и роскошных халатах, смотрят на вас, как на рыб прилипал, и заставляют пахать по дому. А казахи пахать не любят. Они любят, когда все сразу. Когда твой дядя большая шишка, и он позвонит куда следует, и вас назначат как положено на красивое место, с которого далеко видать и приятно плевать. Причем плевать на всех остальных своих родственников. Я уже говорил, что казахи все одна семья. За это говорит еще и тот неоспоримый факт, что все они обращаются к друг другу тепло, по-родственному, как в старину. Баурым – брат, братан, брателло, братишки, ага, ата, тате, женише, к тем, кто постарше, и ним, карындас, к тем, кто младше. Итак, согласитесь, звучит намного приятнее, чем отчужденное сэр или месье. Или того хуже, отстраненное полуофициальное гражданин, гражданочка, молодой человек, товарищ. А еще бывает, кричат женщина: «Вы что, оглохли? Вас здесь не стояло». Но это сегодня почти ничего не значит, поскольку послать можно и вежливо, и мягко по-братски. Иной раз даже очень далеко можно послать. Туда, откуда не возвращаются. О смене смыслов. Так что все эти старинные вежливости утратили свое первоначальное значение, приобрели со временем дополнительную окраску и превратились чаще в формальность. Иной раз даже в издевку. В снисходительную сакраментальность. Да по-казахски невозможно обратиться к незнакомому человеку: «Эй, чувак, поди сюда». Или «Лапуленька, а давайте возьмем и обрадуемся на пару». Нет таких форм обращения. И такой фамильярности. И настоящий казах никогда не обратится: «Эй», потому что это звучит оскорбительно. Но это мало что меняет по сути. Но я вам скажу. Настоящий казах всегда подаст обе руки, если здоровается со старшим. Настоящий казах никогда не перебьет старшего и не повысит на него голос, даже если тот несет ерунду. Настоящий казах всегда будет следить за тем, о чем говорит, потому что знает, что словом можно оживить и словом можно убить. Настоящий казах уважает женщину. Настоящий казах никогда не отпустит чужое дитя из своего дома без подарка. Потому что он знает, иначе удача и достаток покинут его дом. Настоящий казах всегда будет рад гостю и позовет его в свой дом. Настоящий казах никогда не откажется от своего ребенка. Настоящий казах никогда не сдаст своих родителей в дом престарелых. Настоящий казах всегда снимет с себя последнее и отдаст ближнему. У настоящих казахов не бывает сирот, потому что все мы казахи родственники. К сожалению, ко всему сказанному мне остается добавить лишь одну маленькую фразу. Так было в прежние времена. Но эта маленькая фраза меняет все. Поменялись и мы, казахи. К сожалению. А вместе с нами и наши смыслы.